Какие виды отдыха зимой предлагает рынок услуг в Якутске? На улице не самая комфортная погода для прогулок, а сидячий отдых в кафе и ресторанах приедается. Сегодня большую популярность набирают так называемые хоррор-квесты. Это игры на логику, внимание и командную работу. Однако не для слабонервных. Чаще всего их делают по мотивам известных фильмов ужасов. Чем страшнее квест-рум, тем интереснее. Но в погоне за острыми ощущениями иногда люди забывают о собственной безопасности. Девочка осталась изуродованным лицом после похода на хоррор-квест. Парень лишился уха из-за актера, который слишком сильно вжился в роль. Подросток сломал позвоночник во время прохождения заданий в квест-руме. И таких примеров пугающих последствий посещения игровых комнат на просторах интернета немало. Совсем недавно в одном из популярных пабликов в социальных сетях появилось видео, где двое парней сталкиваются лбами. Видимо, удар был сильный и встать им удается не сразу. Видео вызвало обсуждение в комментариях. В том числе и сами сотрудники поспешили всех успокоить, с клиентами все нормально. Однако приковал внимание другой комментарий. Разобьют голову или налетят на что-то острое, потом будете жалеть, что открыли свои квесты. На самом деле, насколько безопасны подобные развлечения, мы решили проверить на примере одного квеста в Якутске. Квест логический, но в то же время страшный. Вам нужно будет искать ключи, решать загадки. В то же время вам будут мешать маньяки, актеры. То есть ситуация, атмосфера будет такая накаляющая. 10 минут инструктажа и ознакомления с игрой – обязательная составляющая квеста. Рассказывают и об ответственности за нападение на актеров, и о мерах безопасности. Коридоры с низким потолком. И во время таких моментов вам нужно надеть защитные каски, чтобы случайно головой не удариться и не получить травму. Дальше идет самое интересное – знакомство с реквизитом. Как и в большинстве подобных игр, это наручники. Однако есть и посерьезнее – ошейник с электрошоком. Оператор заверяет, заряд совсем маленький, болевых ощущений не будет. Можно чуть сбавить, это было сильно. Обязательно подписываем подтверждение о том, что прошли инструктаж и согласны на все, о чем нас предупредили. Мешок на голову, и игра началась. Девушки судорожно ищут ключи в попытках вырваться из плена. Необходимо пройти несколько комнат, вычислить код и, конечно, постараться не упасть в обморок, когда влетят в помещение маньяки с мачете и бензопилой. Наверное, управляет все-таки жажда адреналина. Хочется чего-то испытать такого невероятного. То есть мы смотрим все эти фильмы, хоррор, и все это как будто на картинке, но не здесь. А приходя сюда, ты полностью окунаешься в эту атмосферу, и незабываемые эмоции. Просто класс. Но не обходится и без мелких травм. Например, я споткнулась там и вот так вот поранила себя. Очень неудачно. Также синяк на пальце. Ну, в общем, и нужно... Споткнулись сами, просто лежали? Там, по-моему, была веревка какая-то, которой я споткнулась. Я так и не поняла, что это было. Я прям полетела. Так выглядит эта комната при свете. Здесь минимум мебели, только декорации, реквизиты для удержания своих пленников. Ну и, конечно же, вот такая вот клетка, где запираются игроки. И единственный вопрос, который возникает, это что делать, если, например, начнется возгорание. Но и здесь, как говорят организаторы, у них уже есть продуманные схемы, несколько сценариев плана высвобождения своих клиентов из заточения. И все актеры, также оператор, конечно же, знают, каким образом действовать в экстренных ситуациях. У нас есть трек, называется «Пожарная тревога». То есть, когда я включаю этот трек, то актеры сразу спохватываются, сразу открывают актерскую дверь. У нас есть 3 двери. Если это в туннеле, то у каждого актера с собой есть ключ от выхода. То есть, если это произошло там, в конце они сразу открывают дверь и выводят игроков. Один из главных и самых страшных реквизитов – бензопила. Настоящая. Она без цепи, она настоящая. Единственный казус – это запах бензина. Мы долго думали над этим, но на квесте не слишком долгое время находится, и это особого влияния на здоровье не будет иметь. Пока никаких серьезных травм, как говорят сотрудники, у клиентов не было. Но безвредны ли они для психики? Ведь допускают туда еще и подростков. Возрастной ценз указан от 14 лет, а в сопровождении родителей 12+. Это может повлиять как негативный, когда в этом возрасте у детей высокая тревожность бывает. Неврологические какие-то симптомы могут появиться в виде беспокойного сна, агрессия, частые эмоциональные перепады. Да? Не все так плохо. Психологи говорят, для здоровых людей такой стресс и выплеск адреналина может пойти даже на пользу. Адреналин что он делает? Кровообращение что делает? Повышается, и человек
мотивированный становится, целеустремленный становится, активным, веселым. Вот это ему нравится. Поэтому он туда идет. Развивает у человека такое мышление, экстренное мышление, говорят. Да? Человек быстро начинает думать о чем-то, да? Решать какие-то действия. Ага. Плюс это. Именно за выплеском эмоций и приходят люди в квест-рум, и при этом главное не переоценить свои возможности. Справку о состоянии здоровья на входе никто не потребует. И заключенным в комнате может оказаться даже сердечник. Кто понесет ответственность в таком случае? Не стоит забывать, что есть много других альтернатив острым ощущениям. К примеру, спорт. Саргалана Захарова, Джулус Накентьев, Якутск.